Я хотел бы сегодня проповедовать на тему «Все во власти языка». Татьяна, возьми, пожалуйста, очки забери. Да. Во власти языка твоего благословения или проклятия. Мы должны иметь почтительное, уважительное отношение к Слову Божьему. Мы иногда настолько беспечно относимся к этому. Или мы относимся просто к какой-то информации. Но мы должны дорожить этим Словом, чтобы это Слово, оно могло войти в наше сердце. И Дух Святой мог действовать через нас. И изменения пришли в нашем мышлении, в нашем сердце и в наших устах. Только так. Прежде всего, Слово, оно входит в наш мозг. И мы размышляем об этом. Мы думаем об этом. И оно крутится здесь. Мы думаем, размышляем, жуем, как в Библии Иисуса Навина написано. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». День и ночь мы будем тогда поступать благоразумно. Мы будем жить в победе. Когда мы будем это слово дорожить, и это слово будет обильно вселяться в нас, и тогда через веру мы будем говорить не пустые слова, не пустые напыщенные какие-то, или какое-то пустословие, или то слово, которое не имеет силы, но слово это было, чтобы я мог говорить. Я веровал, поэтому говорю. Не просто говорю ради того, чтобы говорить, или кого-то ущемить, или кого-то опустить, или кого-то еще что-то сделать. Но я веровал, и поэтому я говорю. Не просто так. Не просто эти слова пустые, но эти слова, они имеют силу. И эта сила Божья, это Слово Божье, потому что Он Творец, потому что Он все сотворил. И мы откроем первое место Писания, и там написано, Иоанна 1 глава, с 1 по 4 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Олега Ивановича, а Слово было у Бога, и это слава Богу, что было у Бога, а не у Олега Ивановича. И все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть». И это Слово, оно пришло к нам, к людям. И этот свет, он озарил нас, и изменения пришли, потому что этот свет пришел и озарил нашу тьму в наших мышлениях, в наших мозгах и в нашем сердце. И потом читаем Иоанна 1 глава 14. И это слово, оно материализовалось, оно стало плотью. И оно жило среди нас, оно живет среди нас, оно материализуется. Это не просто слово, но оно становится плотью, когда мы говорим, когда мы провозглашаем, когда мы исповедуем. Это слово становится плотью, оно материализуется. Когда мы говорим, потому что Бог все создал нас по образу и подобию своему, и поэтому наше слово, это должно быть таким крепким словом. Потому что Он заключил с нами завет через это слово. Он поставил печать, Он дал расписку, и Он исполняет. Это мы, люди, не исполняем расписок. Мы не исполняем своих слов. Но Бог, Он всегда верен, Он всегда исполняет. Знаете, говорят, я когда учился в библейской школе в Москве, то верующие там, возьмите меня на работу, бизнесменов много же верующих, возьмите, я буду хорошо работать. А потом через некоторое время, а мне на молитву надо, а мне туда надо. Так ты дал слово, что будешь работать. Добросовестно, качественно. Почему ты не держишь слово? И поэтому говорят бизнесмены, верующие христиане, они говорят, с братьев берите 2 расписки. Потому что они не держат слово свое. А как мы будем держать свое слово в семье? Насчет жены, насчет детей. Бог, Он все видит. Бог, Он все знает. И Он хочет, чтобы наше слово, оно было обязательством. Как Он обязал, Он исполняет на 100%. Но
наше слово должно быть его обязательством. Аллилуйя! Слава Богу! Знаете, эту истину, которая внутри нас, ее пытались распять на кресте, ее в могилу погребли, но она воскресла. Знаете, истина имеет один существенный плюс, огромный плюс. Это то, что истина никогда не умирает. Она никогда не умирает. Она воскреснет в любой ситуации. Даже если это все мертво. Даже кажется, как будто ничего нету. Все пустыня. Или все закатали, как в асфальт. Но это слово, оно прорастет через этот асфальт. Оно будет как потоки. Оно вырастет в пустыне даже, если мы будем верить и доверять Богу. Бог не бросает слов на ветер. В Его слове есть созидающая, побеждающая сила. Знаете, Его Слово, которое выходит из уст Божьих, оно не возвратится тщетно. Оно исполнится. Как снег и дождь, который падает, он не возвращается обратно. Также и наше Слово должно быть таким. Когда мы говорим, чтобы оно не возвратилось тщетным, но оно исполнится в жизни каждого из нас, если мы будем доверять и уповать на нашего великого Бога Всемогущего, потому что мы Его дети, мы Его наследники, мы Его сыновья и дочеря. И если мы Его наследники, то мы получаем это наследство даром, и мы должны правильно использовать это наследство для Царства Божьего, чтобы продвигать Царство Божье, прежде всего в своем разуме, в своем сердце, потому что Царство Божье – это внутри нас, и оно исходит отсюда. И оно распространяется на окружающих, на твою жену, на твоих детей, то, что мы говорим. Это очень и очень важно, я вам скажу. Давайте мы будем серьезно относиться к своим словам. Очень серьезно. Знаете, Писание говорит, говоришь ли ты, говори как слова Божьи. Не надо повторять там артистов, цитировать, спортсменов. Говорили, говори как слова Божьи. И тогда все это увидят. И тогда это все увидят в твоей жизни. В Слове говорится, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Если мы пребудем, если мы не пребываем, как я много раз здесь говорил, мы не читаем с утра, проснувшись, Слово Божье, неуважительно относимся, непочтительно относимся к Слову Божьему, потому что это 100% также мы относимся к Богу. И мы не можем говорить много красивых слов. Но если мы не читаем это слово, если оно не впитывается в нас, если это не источник. Мы же в гаджете, люди пребывают по 5, по 10 часов. В гаджете нужно пребывать там по работе. Или нести Евангелие людям. Можно посидеть что-то, посмотреть интересное. Но не сидеть часами там, не пребывать. Псалом, откроем хорошее местописание, Псалом 33. Псалом 33 и прочитаем с 12 стиха по 14. Здесь написано: «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вам. Хочет ли человек жить и любить, и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Хочешь ли ты? Любишь ли ты прожить? Хочешь ли ты прожить 120 лет здесь на земле? Смотри на свой язык. Здесь написано, удерживай, 14 стих, удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Долголетие будет дано тем людям, у кого здоровый язык. Знаете, врачи, ученые многих стран уже доказали, что есть связь между нашим здоровьем, нашими словами, между нашей жизнью.
Знаете, сколько процентов вот в человеке воды? 70-80, да, в зависимости. Когда дети рождаются, когда он еще там внутри, у ребенка на 90 с лишним процентов он состоит из воды. Когда он еще ребенок, там у него начинает резко падать там, от года, и резко начинает вода убавляться. Там, ну, 70-80, у мужчин больше воды, чем у женщин. Потому что это очень зависит ну, от того, что, конечно, если женщина она занимается спортом. Потому что у кого есть склонность к пополнению, у того мало воды. Вот почему они очень многие болеют всякими болезнями. И вода, она также 90 с лишним процентов, мозг состоит, 90 с лишним, слышите? Мозг состоит из воды. Там вода и наполнена. Наше сердце, наши почки, наши суставчики. Я вот вам хотел бы показать, потом ролик посмотрим. Здесь прочитать просто. Знаете, вода. Вода очищает организм от токсинов и шлаков, регулирует теплообмен, он транспортирует кислород и питание веществ, переваривает пищу и усвоение питательных веществ. Это ароматизация наших суставов всех. Это строительство клеток. Это осуществление метаболизма, защита внутренних всех органов. И давайте мы, видите, почему слова очень... Давайте мы посмотрим ролик, я хотел бы короткий. Японский ученый Масару Ямото, вот что он говорил, как вода действует на воду. Когда есть чувство, что, возможно, вода обладает памятью, легче постараться показать людям, что вода обладает памятью. В лаборатории доктора Эмото исследуются образцы воды, которые подвергаются различным видам воздействия. Впечатление воды фиксируется с помощью ее стремительного замораживания в криогенной камере. Так выглядит вода, нагретая в микроволновой печи. А это эффект от мобильного телефона. Этой воде сказали спасибо. Извини. Ты мне противен. Давайте представим, что вот у нас человек, а вот у нас вода. В этой воде содержится много различных типов информации. Если ввести эту воду в тело человека, человеческое тело усвоит эту информацию, и это может изменить состояние человека. В 1995 году доктору Эмото Масару впервые удалось зафиксировать музыкальные впечатления воды. Ей дали послушать музыку, после чего стремительно заморозили и под микроскопом отчетливо увидели кристаллы, которые в результате образовала вода. Так выглядит музыка Баха. Моцарта. Бетховена. Тяжелый рок. В истории человечества произошло много войн на религиозной почве. Но в нашем опыте вода отреагировала на отдельные слова религиозного содержания, образовав красивые кристаллы. Это означает, что концепция нашей природы совпадает с картой религии. Христианская молитва. Буддийская молитва.
мусульманская молитва. Доктор Эмото предполагает, что больше всего тяжких преступлений совершается в тех областях, где люди чаще всего сквернословят. Дурак. Я тебя ненавижу. На лабораторные чашки с водой были нанесены иероглифы, обозначающие слова и имена известных людей. Любовь. Надежда. Душа. Мать Тереза. Гитлер. Многочисленные эксперименты Эмото Массару с целью найти слово, сильнее всего очищающее воду, показали, что оно не одно, а сочетание двух. Любовь и благодарность. Когда я счел, что, возможно, вода обладает памятью, Аллилуйя, слава Богу. Вы видите, насколько важно, когда мы ведем разговор с человеком. Или твой язык его проклинает, или твой язык его благословляет. Как я вам говорил, кровь наша, она имеет 94% состава воды, кровь. Наши мозги 90%. Человек состоит практически из воды, и мы говорим этой воде, человеку Божьему, который создан по образу и подобию Божьему. Мы говорим негативные слова. Я хочу, чтобы мы серьезно отнеслись к этому. Прежде всего, своей семье, к своим детям, к своей жене, к себе. О чем ты думаешь, о чем ты размышляешь. Почему эти слова, они выходят? Почему в семье так? Почему в нашем роду так? Почему это происходит в нашем роду, из рода в род? И когда она может поменяться? Когда истина придет. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Только в нем истина. Даже на крест забили, даже закопали его, но эта истина воскресла. Она имеет такую силу, такое могущество. Мы видим, как слова влияют на воду. И Библия говорит: кто хочет избежать бед, тот пусть хранит уста. Откроем притчи 21 главу, 21 глава притчи. Прочитаем. Притчи 21 глава и прочитаем 23 стих. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Слышите? От бед душу. Вы храните душу свою. Если мы следим за своим языком, если мы имеем ответственность за свой язык, мы ответственны лично, каждый из нас ответственен, чтобы мы жили в безопасности, и наши родные, и близкие, тем более здесь мы в церкви, еще, когда приходим, чтобы хорошая традиция встречать, обнимать друг друга, говорить добрые слова, с самого начала заложить то, что Бог хочет заложить, чтобы вы, сидя здесь, не думали о проблеме, но думали о истине Божьей. И чтобы как эта истина наполнила меня, напитала меня, чтобы преобразования могли прийти в мой разум, в мое сердце, и я мог измениться через это. Притчи 15 глава, 4 стих. 15 глава, 4 стих. «Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа». На иврите кроткий язык, кроткий, она переводится исцеленный язык. Исцеленный язык. Исцеленный язык – это древо жизни. Древо жизни. Знаете,
Дух Святой не наполняет дырявые сосуды. Дырявые сосуды – это те сосуды, которые несут сплетни, которые несут ропот, которые несут сквернословие, которые говорят за спиной брата, за спиной сестры. Это дырявые сосуды. Нам нужно думать, размышлять об этом. И нужно, чтобы все поменялось. Давайте мы откроем очень хорошее местописание Матвея. Матвея 12 глава. Матвея 12 глава. И там прочитаем с 33 по 37 стих. «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим». Дерево – это мы. Иисус здесь говорит притчами. Дерево – это мы. Это наше сердце. Плоды – это наши уста. Потому что от избытка сердца говорят уста. Только так. И не надо прикрываться, не надо притворяться. Знаете, или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение хидины, змееныши, он говорит, вы. Ну, он к фарисеям обращается, не к нам, слава Богу. Мы же не фарисеи. Порождение хидины, змееныши. Как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они в ответ в день суда, ибо от слов своих оправдайся, и от слов своих осудись. Ясно, четко. Когда мы придем на суд, мы не сможем оправдаться. Ты не скажешь, я этого не говорил. Знаете, не зря же говорят, у стен есть уши. Слышали такое? У стен есть уши. И вы думаете, ну никто же не видел, я о чем о нем говорю, никто же не знает об этом. Иисус все знает. Он все видит, Он все знает. Что вы говорите здесь и что вы говорите дома. Огромная разница. Про какого-то человека, про какую-то церковь, про какого-то пастора, про кого-то еще. Вы начинаете говорить, и вы смотрите на это. Мы долго лицемерить не сможем, знаете, никак. Мы бываем такими любезными, особенно это политики, артисты, люди высокого ранга, да? К сожалению, и верующие, мы туда же относимся. Можем умело манипулировать, очень красноречиво говорить. Знаете, есть люди, которые красноречивые очень. У меня нету красноречия, я простыми словами говорю. И кто-то, может, смеется, кто-то, может, говорит. Но потом пройдет время, и вдруг обнаружится, кто настоящий человек. Я его, этого человека, по-любому. Поверьте мне, я за 24 года в христианстве встречал много. Давайте мы Иакова посмотрим. Это самое Иаков, он знал, что творится в церквях, и поэтому он написал. А то мы говорим, вот как бы в первой церкви, там было так хорошо. Да такие же были проблемы в первой церкви, поверьте мне. Такие же люди, из того же теста они сделаны, что и вы. Просто другое время было. И Иаков, он пишет, 3 глава Иакова, 3 глава, 2, так, Иакова. И здесь он пишет со 2 стиха, «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело». Я раньше думал, как я могу быть совершенным. Когда я в Матвея в Нагорной проповеди читал, он говорит, будьте совершенны, как Бог совершенный Отец. Думаю, да что-то как-то не складывается здесь, потому что я знаю же сам себя, свою плоть, свои мысли скакуны. И думаю, как-то не складывается, как я могу быть совершенным, пока через какое-то время я не читал Иакова, когда я начал изучать его, вникать в него. И я понял, оказывается,
А вот в чем дело. Надо, чтобы язык, исцеленный язык, чтобы язык исцелился, прежде всего поработать с разумом. Здесь идет гражданская война, здесь две собаки, они воюют. Какую ты будешь кормить, та и победит. Здесь идет эта гражданская война. И какую ты начнешь кормить, или ты начнешь кормить словом, истиной, или ты будешь смотреть в гаджете, сидеть и слушать сестру какую-то, или какого-то брата, или какую-то информацию негативную, сидеть в новостях, новости, один негатив, ничего хорошего не рассказывает. Практически нет. Там ничего. А как стать совершенным? И он здесь проливает, Яков проливает свет на этот вопрос. Он говорит, если ты согрешаешь в слове, то ты человек совершенный. Это мысли, как я вам говорил много раз, это сердце, и потом отсюда выходит. Если ты думал правильно, позитивно, потому что, знаете, мы думаем как? Вот я, например, знаю русский и якутский, но мыслю я по-русски. Как вы мыслите? Понимаете, люди, если знают много языков, спрашивают, когда-то брат был, уехал с Германии, и он 8 языков знает. Я говорю, ты на каком мыслишь? Он какой национальности, в чем обучался, как он на этом мыслит. Когда экстремальные ситуации приходят, вы в жизни видели, когда экстремальная ситуация, тебя зажали там, или что-то случилось, как ты начинаешь мыслить? Твой мозг начинает работать. Прежде всего, начинает мозг работать. Как выйти из этой ситуации? Что мне делать? А если это у тебя Божьи мысли, это не наши мысли. Мы должны мыслить языком Божьим. Слышите, дорогие, возлюбленные? Мы должны мыслить мыслями Божьими, Словом Божьим мыслить. И тогда, когда трудная ситуация, и когда ты это продумал, и когда она внутри тебя, эта истина обитает, и когда на тебя нажали, экстремальная ситуация, ты даже подумать не успел, а оно выходит из тебя, потому что от избытка сердца, говорят уста, чем ты наполнен, то и выйдет из тебя. Я, знаете, грешен, прости меня, Господь, но я раньше братьев промерял так, по ноге ему так. И один брат как матеркнулся. Знаете, так иногда можно проверить. Дух Святой разрешать, не советую. Потому что если это не Дух Святой, то тебя могут поддать там. Потом будешь ходить с синяком. Скажешь, за что? Опрометчиво поступил, не подумав. Мысли, сердце, слова, а потом это еще в действие приходит. Это самое страшное. Когда ты начинаешь это действовать. Вот почему у нас должен быть язык кроткий, исцеленный должен быть. Аллилуйя! Очень важно, когда мы проходим эти трудности. Вот почему правильное исповедание слова, правильные разговоры, ответы, они производят благословение, которые распространяются на нашу собственную жизнь, на наших детей, нашу семью, на нашу церковь. Аллилуйя! На наше ДНК, мы потом это еще посмотрим. Давайте мы посмотрим болезни языка. Так интересно, свет включается, выключается. Пришел, да? Слово Божье говорит, да будет свет. Включился. Болезни языка. Давайте первое посмотрим. Левитам 19 глава. Их очень много. Я просто 3 такие более-менее нашел, которые распространенные, а их очень много. И вы можете что-то в это посмотреть, вложить, сказать Левитам. Левитам 19 глава и прочитаем там 16 стих. 16 стих. Здесь написано, «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь». Какие сильные слова. Это тяжелая болезнь,
Сплетни – это тяжелая болезнь. Оно передается с нереальной скоростью, как в интернет. Ты слышала? А ты еще хочешь? Так, быстро-быстро. Сестра, приедь ко мне, чай попьем. Знаешь, не то, что ты сплетник, когда ты говоришь, а когда ты слушаешь эти сплетни, ты тоже сплетник. И молчишь. Мы не должны молчать, когда идет сплетня на пастора, на брата, на сестру, на кого-то, просто на твоего соседа. Просто на хорошего человека. Когда идет сплетня, ты не должен молчать и слушать. Если ты слушаешь, сидишь, ты такой же сплетник, как и он, который говорит. Ты участвуешь в этой сплетне, только никому не говори. Это самое распространенное слово в христианстве. Ты только никому не говори, а так, чтобы мы обсудили здесь. И потом сами не заметили, уже судят человека. И таких много. Мы должны работать с этим. Дьявол с греческого переводится клеветник, он клевещет. Знаете, есть люди, которые складывают эти сплетни, да? Берут вот сплетни и складывают там свои ящички сюда. Вот на Сашу Пшенникова собрал, да? Сюда на Вячеслава Воронина. Здесь еще на кого-то собрал-то. На Любовь Николаевну здесь сплетни у меня там. Так. А потом, алло, приезжай, у меня новые сплетни. Ну, ты так не говори, мы говорим, алло, приезжай на чай, я там вкусные сделала тортики, там, мортики там. Давай, приезжай, чай попьем, классно посидим, пообщаемся. А та едет, быстрее. Уже накручивайся, про кого будем говорить? Какие новости я узнаю нашего городка, нашей церкви Краеугольный камень? Мы ответственны очень за это. Притчи 18 глава. Притчи 18 глава. Притчи 18 глава. 18 глава, там прочитаем 8 стих. Слова наушника, как лакомство. Слышите, как лакомство. Потом мы привыкаем, когда мы слушаем, ты уже не просто на чай едешь с тортиками вкусными покушать, но еще лакомство у тебя, еще есть такое духовное, бесовское лакомство, душевное. И они входят во внутренность чрева твоего. Давайте мы еще почитаем. Псалом 14. Псалом 14. И прочитаем с 1 по 3. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Знаете, вот за мою сколько служений, ко мне столько ходили народ. Я сказал, я не помойное ведро, я не хочу это слушать. И потом ко мне в один миг перестали ходить люди. Когда мы правильно себе позицию ставим, позицию Христа праведную, в эту позицию мы становимся. Из самоправедности становимся в позицию Христа. Тогда мы не позволим этого. Чтобы дьявол проник. Написано, не давайте место дьяволу. Мы не должны давать ему место. Не своей семье, не прежде в своей голове, в своем сердце, в своих устах. Дома, здесь, в церкви, куда бы мы ни пошли. Хочешь подняться на святую гору, хочешь духовно расти, здесь написано, да, если ты хочешь быть на святой горе, духовной высоте, быть человеком высокого духа, то смотри, как ты говоришь, что выходит из сердца твоего.
Второе – это ложь. Второе – это ложь. Откроем Притчи, 6 главу. Притчи, 6 глава. 6 глава, 16 по 19 прочитаем. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость в душе его. Видите, это мерзость перед Богом. Представляете, как ему противно это все. Когда мы участвуем, когда мы делаем, ему настолько противно. Глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. И здесь вот эти 3 относятся к устам. Из 7 3 относятся к устам. 3. Это язык лживый, первое. Второй – лжесвидетельство, наговаривающий ложь. И третий – сеющий раздор между братьями посредством слов. Знаете, некоторые любят керосин подливать. Сидят так на домашке, так незаметно, керосинчику. Что ты сказал? Нет, чтобы остановить этот раздор, эти распри, перейти на другое. Они керосинчику. Она любит такой, керосинчик такой, подливает там. Огонь у них пошел там. Там язык же это такой, как огонь, прекрасно. Она начинает вот... И от одного языка война начиналась. Люди убивали друг друга. Не так сказал, все, раз его порешили, убили. Ты за базар не отвечаешь, все. Отвечай, иди, или мы тебя убьем. И убивают. И поэтому мы должны понимать, мы должны работать с этим. Аллилуйя. И третье – это лезть. Там сколько у нас время уже, чтобы я не задержался. Лезть. Откроем Псалом 11. Ускоримся, ладно, если это пропустим. Псалом 11. И прочитаем со 2 стиха, со 2 по 4. «Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему. Уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый». Господь хочет истребить в нас всякую лесть. Лесть – это похвала с какой-либо корыстной целью. Поэтому мы должны думать, прежде чем говорить этому человеку. И также тот, который принимает. Например, ты же чувствуешь, когда тебе подходят и тебе льстят. Но если ты замолчал, потому что тебе приятно, потому что тебе так хорошо, что тебе говорят и говорят, и вливает в уши эти красивые слова, и ты такой, да это я, да. Это точно про меня. Ох, сильный такой я стал. Мы должны получать похвалу от Господа. Аминь? От Господа. Давайте мы посмотрим притчу. Притчу 15 главу. Притча 15 глава и 28 стих. Прочитаем. Здесь написано: «Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло». Слышите? Сердце праведного обдумывают ответ. Знаете, когда мы на грани, вот я это местописание давно знаю, когда вот мы на грани ссору там были с Татьяной, я работал с этим. Я понимал, я понесу ответ за это. Я обдумывать стал. Поначалу нет, мы вначале жили, я даже не обдумывал. Все, ты не права, вот Писание говорит, ты должна подчиняться, и все подобное, и все по одному, как это всегда братья делают. Ты должна подчиняться, и все, давай, работай над этим. А сам сидишь такой,
Потом Дух Святой приходит и обличает. А ты когда работать будешь? Чего, как очередная мебель, сидишь здесь? Подними ноги. Что тебе еще принести? Знаешь, обдумывает. Праведник, он обдумывает. И я стал обдумывать. Когда у нас начиналось это, я стал, остановись. Подумай, прежде чем сказать. И я заметил, пришли результаты. И я заметил, что жене ничего не надо говорить. Она и обнимает тебя, и приносит тебе. Олежка, что ты такой хороший-то стал? Истина пришла, истина обличила. И надо с этим поработать, не быть ленивым. Знаете, мы ленивые, не хотим. Я знаю это. Что ты мне говоришь обдумывать? Я уже обдумывал. Толку нет, у меня жена такая. Сварливая такая, плохая. Жена пила. Нет. Нужно работать, обдумывать за свои слова. Не говорить. Знаете, с каким обществом ты поведешься, того ты и наберешься. С кем ты общаешься сегодня. Нужно смотреть, с кем ты общаешься. Или ты пребываешь в слове. У меня, слава Богу, я держусь и говорю, Господь, не на опасном ли пути. Я всегда молюсь этой молитвой. И не опасном ли я пути. Правильный ли мой мотив. Вот сказал там про это там пастору, кому-то сказал, мотив мой какой, почему я это сказал. Знаешь, и Дух Святой, он работает. И Дух Святой, он конкретно говорит. Он не, знаете, дьявол, он обвиняет. А Дух Святой, он никогда не обвиняет, он обличает. Это огромная разница, обвинять или обличать. И мы такие бываем или обвинители, и поэтому мы люди, мы не умеем обличать. Не занимайтесь этим, если вы не наполнены Духом Святым, и у вас не работают нормально мозги. Если вы не наполнены Словом, если у вас мысли не Божьи, если вы не наполнены Словом Божьим, Его мысли, не мои мысли, Его слова, а не мои слова. Говорили, ты говори, как слова Божьи. Потому что не хлебом единым будет сыт человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Не из уст Олега Ивановича, а из уст Божьих. Не как я думаю, не мое мышление, а Божье мышление. Поэтому мы должны смиряться под крепкую руку Божью. Потому что Бог гордым противится, когда мы гордые, и мы говорим, нет, я прав. Нет, она не права. Но когда мы смиряемся под крепкую руку Божью, Бог начинает работать. Когда ты начинаешь говорить, Господь, хочу измениться, мне достало это, я не хочу больше так поступать в отношении детей, в отношении детей и жены. Я хочу. И тогда ты замечаешь, ты тогда относишься и к другим людям так же. Потому что я вам уже сколько раз говорил, жена мне говорила, ты такой хороший в церкви, холосенький такой. А домой пришел, что такой-то, вдруг изменился. Кричать стал. Может, пойдешь помолишься в свою комнату тайную? Ну, думаю, женщина, не хватает кнута. Такой думаешь. А Бог говорит, в комнату, комсумир, сюда, ко мне, на колени. Как? На колени. Начинай искать меня. Нам нужно обдумать, стоит ли мне спорить с этим человеком. Нам нужно обдумывать. Праведник, он обдумывает. Он не говорит сразу, а мы такие привыкшие, сразу начинаем говорить. И требуем еще, ответьте мне, пожалуйста. Что ты не отвечаешь мне? И смс-ит. Отвечай, что боишься, что ты спрятался. Да я не хочу, я обдумываю вообще-то. Получить от Божьей движение, и чтобы двигаться по Божьему, чтобы сказать, как слова Божьи, чтобы не причинить тебе боль. И тогда мы отвечаем кротким языком, исцеленным языком. Ты обдумал, оно упало, и твой язык исцеленный, уже выходит исцеленный. Слово, не проклятое слово.
Не разрушающее слово, но исцеленный язык на кончике языка твоих. Он сладок, он как мед, а не яд аспида, змееныша этого, да? Откроем притчу 15 главу здесь и 1 стих прочитаем. Кроткий ответ отвращает гнев. Слышите? Исцеленный. Кроткий – это исцеленный. Отвращает гнев. Человек никогда не будет гневаться, когда ты будешь отвечать таким языком. Даже если он будет гневаться, ты просто уйдешь и будешь молиться, и Дух Святой будет работать с этим человеком. А оскорбительное слово возбуждает ярость. Ярость. И здесь 4 мы читали уже. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа. Аллилуйя! Слава Богу! Кроткий ответ, оно, знаете, имеет такую силу, что заглушает, прогоняет гнев, прогоняет всякие проклятые слова. Кроткий язык, он имеет такую силу, такую защиту мощную. Это щит веры. Это шлем спасения. Ничего не может пробить. Дум. У тебя это Слово Божье, шлем спасения. Щит веры. И правильный ответ. Меч обоюдоострый. Правильно сказать. На нашем языке столько много силы, что он может исцелять нас и окружающих. Каждый день мы выбираем жизнь или смерть во власти языка. Каждый день у нас есть выбор. Каждый раз, когда мы утром встаем, не надо детям говорить, не оттуда руки растут. А что ты такой дурак? Вы слышали, смотрели, как слово «дурак» действует? У ребенка очень большой процент воды. Он усваивает очень быстро, ребенок. Это мы уже, когда в годах, уже меньше, до 40 может упасть вода. И человек всего в день теряет 2-3% воды. 2-3% воды в день. Он утоляет жажду свою, чтобы ему опять стало 50 или 60. Сколько там? Мы не знаем, у каждого по-разному. Аллилуйя. И давайте я вам прочитаю, будем заканчивать, прочитаю напоследок слова русских ученых. Русские ученые, они проработали и работают еще над этим, кроме японских, там, американских. Их очень много, они работают над этим, они знают об этом. Знаете, ругань у нас в СССР и в России это как национальная гордость. Знаете, наряду с балетом, ракетами, хоккеем. В какой еще стране найдется такой могучий язык? Даже иностранцы не удивляются. Вот наши в НХЛ едут, и они их там учат на русском материться. И они удивляются, как. У них только одно. Ну, вы все знаете, в кино смотрели, наверное. Действительно, какой еще стране мира есть такой богатый и могучий русский язык, основанный... Русский язык хороший, ничего против не говорю. Просто что из аматов. Красивый очень, красиво поют. Культура, все. Просто прекрасный. Но вот эти маты, что оно так в обиходе у нас, у русских вообще. Настолько. Основанный на 5 существительных и 3 глаголов. Многие думают, что в крепком слове, сказанное в нужное время и в нужном месте, нет ничего страшного. Увы, это не так. Ученые пришли к страшному выводу, что с помощью слов человек способен созидать или разрушать свой генетический аппарат. Слышите? Свой генетический аппарат. И все это зарыто в ДНК. Выяснилось, что ДНК содержит в себе наследственную информацию не только в химических соединениях, но и в физических полях
образующихся вокруг хромосом. Мало того, что молекулы ДНК способны обмениваться этой информацией с помощью электромагнитных волн, пошла еще с какой злостью это говорится. Но в том числе и акустических, да, акустика это. Другими словами, ДНК способна слышать нашу речь и даже воспринимать смысл читаемого текста, и она далеко не безразлична к получаемой информации. Одни сообщения ее оздоравливают, другие травмируют. И они произвели исследования, о чем мы сегодня смотрели. Что одни оздоравливают, другие травмируют. Оказалось, что слова молитвы, например, включают резервные силы генетического аппарата, а проклятия разрушают волновые программы, которые отвечают за нормальную работу организма. Вся эта информация впечатывается в ДНК, и от ее содержания зависит здоровье наших потомков. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! И давайте мы прочитаем последнее место Писания, и потом помолимся, и еще что-то будем делать хорошее. Псалом 44, что Иисус, что на устах Иисуса. Псалом 44. И прочитаем там со 2-3 стиха. «Излилось из сердца моего». Иисус говорит. Излилось, на него пророчествовали, говорил об этом. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Аллилуйя. Такие потрясающие слова. И поэтому, чтобы нас и наш род благословил, из наших уст должно изливаться благое слово, присыпанное солью и благодатью. Чтобы наши слова, они были присыпаны солью, верою, благодатью. Аллилуйя, Господь.